Хорошо, давайте приступим к самой сути. Как мы оказались загнанными в треугольник? Я собираюсь объяснить вам, в чем же состоит самая трудная часть взаимоотношений. И вот в чем. Когда оказываешься загнанным в треугольник, я выбрал эту картинку, поскольку она как бы отражает Бермудский треугольник. Стоит вам в него попасть, как вы теряетесь, не знаете, куда вам направляться, ваш компас сбивается. И я хочу вам сказать, что то же самое будет происходить во взаимоотношениях. И это уже происходило. А вы на этом обжигались. И я хочу дать вам компас, который позволит вам выплыть из него. Я это называю А плюс Б равно грех. Итак, у нас есть три человека, А, Б и С. И вот как это бывает всегда. С совершает какую-то ошибку. С делает то, что обижает А, умышленно или неумышленно, это не имеет значения. А обижен. Итак, что будет делать дальше А? А обратится к Б, ведь А не станет обращаться к С, так как он очень расстроен. И он уже не заботится о сохранении отношений, поскольку он расстроен. Итак, А обращается к Б, и, как это называется, грех, в ту же секунду, когда А обращается к Б. Есть лишь одно исключение, о котором я расскажу через минуту. Но как только А обращается к Б, он сразу же оказывается во грехе. Ведь Библия говорит, что если вы имеете на вашего брата, вы должны сделать что? Обратиться непосредственно к нему. Итак, вот следующая проблема. Б оказался теперь загнанным в треугольник. У Б сейчас огромная проблема, потому что Б выслушал А. Знаете ли вы, что и это грех? Вам нельзя даже слушать это. С библейской точки зрения, если вы слушали, как кто-то говорит что-то плохое о С, то вы сразу же стали таким же виновным, как и А, как если бы именно вы согрешили изначально. Если Б верит А, то это еще худший грех. Почему? Кто-нибудь скажите мне, почему это еще хуже? Почему грешно верить А? Вы не выслушали другую сторону, а согласно притчам 18:19, если не ошибаюсь, первая сторона в тяжбе кажется правой, пока не будет рассмотрена другая сторона. Справедливый судья выслушает обе стороны, прежде чем вынести решение, не так ли? Какой родитель после того, как к нему подойдет его 3-летний ребенок и пожалуется на 7-летнего, сразу же отшлепает 7-летнего, не выяснив, что же произошло на самом деле? Возможно, кто-то из вас так и поступал. Вы все смеетесь. Но мы не должны так поступать. Мы должны стараться выслушать обе стороны. Когда Б идет и говорит другим, это грех. Поэтому, когда А обращается к Б, он порождает много грехов в Б. А только что уничтожил репутацию С, а также уничтожил Б и всех, с кем Б поговорит. А сейчас мы перейдем к следующему слайду. Теперь Б на самом деле становится А. Б оказался в безвыходном положении, если только он не знает протокола, о котором мы поговорим всего лишь через минуту. Если Б не знаком с этим протоколом, тогда Б в буквальном смысле становится на место А, и поскольку его сердце было отравлено, от избытка сердца говорят уста, и он обратится еще ко многим людям, потому что ему надо выговориться, его же это беспокоит. А когда один из его друзей скажет что-нибудь хорошее о С, или при каждом упоминании о С Б не сможет промолчать, он будет вынужден рассказать то, о чем ему говорил А. И как только он это сделает, он станет А, и многие другие люди также окажутся в треугольнике, и этому нет конца. Это уничтожение, это обман, это раздвоенный язык врага. Ведь все эти люди верующие, все они прославляют Бога и проклинают своего брата одними и теми же устами. В Библии сказано, что из сердца не должны течь реки с пресной водой и соленой водой. Не должно так быть.